Фильм, любой фильм, если вообще фильм показывать так, как есть на самом деле, будет скучно. Вот допустим, касаемо балета. Если там будут показывать, что изо дня в день одно и то же монотонное движение, повторение. Поэтому фильму нужен экшен. И из этого надо что-то добавить. Давайте мы добавим туда вот такой красочки, наложим вот такую музыку. Актер там так посмотрит и думает: о, Господи, как красиво. И оттуда складываются те или иные стереотипы. Ну, не знаю, вот последний фильм «Нуриев. Белый ворон», там главную роль играл артист балета. Я с ним знаком лично, у меня телефон есть. И его актерская работа меня впечатлила. «Черный лебедь», там, да, там... Но «Черный лебедь», вообще касательно «Черного лебедя», это чисто мое мнение, это фильм не про балет, на самом деле. Ну, там я сейчас, ну, можно побросаться терминологией, там надо за руками проследить, ну, там как бы руки немножко видно, что это что-то добавили, что-то прибавили. Ну, а так, там очень много таких моментов, которые... Ну, вообще, на самом деле, мне не очень понравился этот фильм. Но это лично мое мнение. Ну, мы же тоже, вот, допустим, артисты балета тоже обладают навыками актерского мастерства. У нас есть специальный предмет – актерское мастерство. Потом, когда мы работаем над ролью, над спектаклем, конечно, драматически там все это прорабатываем, каждую деталь. Вот. Ну и на самом деле такого, как сейчас кино, вот нажал в компьютере, он тут же у тебя появился. Раньше такого же не было. Там все было в кино, там по программке следишь, можно пропустить. Я сейчас пропустил, неважно, отмотал, посмотрел, без проблем. Поэтому, когда встал к балетному станку, через неделю я уже понял, что это мое, и я хочу здесь развиваться и стать кем-то. Это верно отражено, да. Мир, я не скажу жестокий, но он требовательный. Любой вид искусства требует определенные жертвы и усилий, потому что ежедневные тренировки, потому что надо постоянно себя развивать, поддерживать в форме, дисциплина важна. Ну, послушайте, давайте вот хорошо возьмем. Кого возьмем? Кого, чтобы так не обидеть, да? Любую другую профессию. Разве он не может сойти с ума, человек, вот, от своей какой-то работы? Вот игры разума, да, вот, математик, да, ну что вроде бы, да, математик, а он сошел, как мне кажется, он сошел с ума, разве нет? Но другое дело, что может быть актер, потому что если он хорошо играет, он всегда на эмоциональном подъеме, он должен быть, это может более, так скажем, спрогрессировать вот это более, а бухгалтер, это же, мне кажется, это более такие меланхоличные люди, у них более тихо все, вот монотонно, может быть это, а человек, который на эмоциональном подъеме, холерик по своему темпераменту, он вот туда, вот сюда, вот, это может более спрогрессировать то или иное заболевание. Это может с любым произойти, в любой профессии. Поэтому, вот так отвечу на этот вопрос. Можно, если подскользнулся, если что, раз так в шпагат сел, или там раз чуть, такую в растяжечку, да, ничего не потянул себе. Вот. Можно, если что, там подпрыгнуть, там, может быть, что-то достать. Я говорю, они все любимые, потому что каждый твой спектакль – это частичка отражения твоей души. То, кем ты хочешь быть, кем ты, может быть, и есть. Мне вот задавали вопрос, почему вот вы вот такой вроде веселый, там шутите, такой, а этот весь такой туда-сюда, а вышли на сцену и такой собранный сразу, или такой брутальный, вот я уже... Да, я говорю, может быть, я просто хочу таким быть, а на самом деле таким не являюсь. Вот в этом прелесть нашей профессии, что ты можешь быть тем, кем ты не являешься, и хочешь это попробовать.
Давайте, что, неужели там вот у бухгалтеров нет такого? Это же, послушайте, все мы люди, все мы одинаковые, и везде это есть. Что, вот, нет, я сейчас не буду бежать, но есть вот определенные структуры у нас в государстве, где люди на самом деле хуже, чем артисты. Ну, есть, хотя, возвращаясь к тому вот про артистов балета, да, все артисты же дети. Ну, на самом деле дети. И ты, ну, сказал ты что-то на эмоциях после того, как ты там распрыгался, да ты там прыгаешь что-то не очень. Говорит, иди ты, говорит, ой, все, он такой-сякой. А он просто сказал на эмоциях. А эмоции, они, они, мне кажется, чаще неконтролируемые. Ну, большой, вот фильм большой. Есть доля правды, есть доля неправды. Ну, так скажем, на разок. Все, на разок, вот так скажем, на разок. Ну, для меня. Ну вот, касаемо Нуриев «Белый ворон». Тоже интересный фильм. Можно посмотреть о том становлении человека, о том, как он перебарывает себя, о том, как ему тяжело. Очень полезный фильм вообще в целом для артистов балета. Для простых людей, он, может быть, из-за своей, там, специфики или еще что-то, может что-то не понять, там, не понравится. И я говорю, мне вот нравится фильм «Мой папа Барышников». Может быть, он такой простой, но это о мальчике, который тоже, у него свои сложности, свои какие-то проблемы в жизни, но такой, так скажем, случай ему дает шанс поверить в себя. И мечта его исполняется, но немножко по-другому. И он, в общем, такой вдохновляющий. Ну, лично для меня это был очень вдохновляющий фильм, на самом деле.